С самого утра бригада рабочих утепляла кровлю этого здания. После 11 часов начался дождь, и работы приостановили. Ремонтники спустились и вышли из помещения. Внизу оставались двое сотрудников склада. Еще один был у выхода. Ему повезло. Когда рухнула крыша, он получил лишь черепно-мозговую травму. Он пояснил, что они делали работу, и он вышел буквально вот за пару секунд успел выйти. И он сам ничего не понял. Люди там в огромном испуге. А там вообще на момент обрушения народу много было? Народу было много, но пошел дождик. В общем, многие работали на крыше. Пошел дождь, и они вовремя успели оттуда уйти. Спас вот этот дождь. Так пострадавших было намного больше. Сколько всего пострадавших под завалами, долгое время оставалось неясным. Очевидцы утверждали, в здании было 6 человек. Поэтому на место трагедии направили несколько неотложек. Количество пострадавших было неизвестно. Выехала сразу наша реанимационная бригада. Вскоре поступил звонок о том, что там есть, возможно, много пострадавших. Была направлена еще одна бригада. И спустя короткое время еще и третья бригада. Вскоре после обрушения кровли спасатели извлекли из-под завалов еще 2 пострадавших. Один из них, 30-летний работник склада, скончался на месте. Второго машина скорой помощи доставила в Коми республиканскую больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи. Сотрудники МЧС Коми вместе с кинологами тщательно обследовали помещение склада. Больше людей под завалами не было. Задействовано более 82 человек. Здесь привлекаются все пожарно-спасательные силы, которые дислоцируются на территории города Сыктывкара, плюс Спас Коми. И работает оперативная группа главного управления. По факту гибели 30-летнего работника склада Следственный комитет Коми возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». По версии следствия, в ходе ремонтных работ строителями была нарушена технология производства. По окончании аварийно-строительных работ следователями будет проведен осмотр места происшествия. Сейчас следователи опрашивают свидетелей, изучают строительную документацию и выясняют причины трагедии. По итогам расследования будет решаться вопрос о привлечении виновных в гибели человека к уголовной ответственности. Санкция статьи – до 5 лет лишения свободы. Наталья Литкевич, Олег Костромин, телеканал Юрган.